Депортация началась под утро. Это самое страшное время. Если в это время человека испугать, то этот страх остается в нем надолго. Это невозможно себе представить вообще. Вот масштаб вообще бесчеловечности того, что сделали с нашим народом. И очень часто в последнее время повторяем, что мы выжили благодаря женщине во время депортации. Мы не просто выжили, мы как народ выжили. Мы сохранили свою идентичность, крымско-татарскость. Милосердие, оно никуда не пропало. Доброта, она никуда не ушла. Они не стали озлоблены на эту жизнь. Почти для всех крымских татар депортация началась одинаково. 18 мая, 4 утра, скотские вагоны, бараки Урала и Узбекистана. Уже за стенами этих бараков складывалась своя, сложная, почти полная слез история. Но каждая история похожа тем, что ее центром, героиней была женщина. Мать, спасавшая детей от голода, сестра, похоронившая всю семью, женщина, сумевшая найти в себе силы жить и любить. Мы не раз признавались друг другу, что помнить и любить Крым, быть крымскими татарами нас научили матери. Но еще ни разу мы не говорили о них, о женщинах, сохранивших Крым. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Вот из таких же домов в 44-м выселяли мои биталар, бабалар. Не всем посчастливилось вернуться. Кто-то остался лежать в Узбекистане. Сейчас в этих домах живут чужие люди. Не знаю, что они чувствуют. Может быть, вину? Хотя вряд ли. Но эти стены, они все равно дождались нас. Потому что они родные для нас, как и мы для них. Лиль-ханым, насколько свежа еще рана депортации? Как болит депортация? Прошло уже больше 70 лет, она болит.
Причем болит даже в тех поколениях, в нескольких поколениях, которые были рождены после депортации, и болит, насколько я знаю, даже у тех, кто рожден в Крыму. Некоторые нас упрекают в том, что мы типа культивируем, вынашиваем, холим и нежим эту боль. Но это, возможно, это неправильно. Я сама иногда думала о том, что мы полны негативной памятью, что нужно что-то делать для того, чтобы эту негативную память стереть. Ну как ее стереть? Как ее стереть? Потому что для нас это не просто боль, да, от той страшной несправедливости, которая была, страшного оскорбления, которое была нанесена моему народу. Это память о наших предках, о наших бабушках, о наших матерях, отцах, которые стали жертвами этой депортации. И предать эту память, забыть об этом, и сбыть из себя эту боль, их боль. Ну, мне кажется, это даже равносильно некому предательству. Вот когда говорят о депортации, я всегда думаю об утраченных возможностях своих бабушек, дедушек, родителей. Ведь все было бы иначе. Они бы жили совершенно иначе. Потерянное поколение. Давайте поговорим об этом. Этим термином я называю людей, объединяю, точнее, людей, которые стали свидетелями депортации. Люди, у которых украли мечты, их мечты. Моему отцу было 12, когда депортировали. И так оказалось, что в 12 лет он стал главой и кормильцем семьи, потому что деда в 1937-м забрали, и он пропал без вести. Он был человек-скала. Он был успешен. Он стал большим начальником. И я никогда, у меня язык не повернется назвать таких, как он, потерянным поколением. Нет. Несмотря ни на что, они стали скалами, на которые мы облокачивались и облокачиваемся до сих пор. Но когда мой папа умирал, и дня за 3, за 4 до смерти, когда он уже иногда начал терять себя, я увидела другого отца. Он плакал, просил хлеба, звал свою маму и спрашивал, куда нас везут, я хочу домой. Ругал своего отца, который оставил их одних, проклинал Сталина и советскую власть и постоянно трясся от страха. И мы с сестренкой только обнимали его с двух сторон, и я повторяла, как заведенная часами, «Хорхма-бабам, хорхма-бабам». Сейчас, когда я прихожу к нему на могилу, я тоже говорю «Хорхма-бабам». Эпсикечта. Ратлана п'юкла, а на то правда. У этого человека скалы всю жизнь в нем жил испуганный мальчик, который проснулся за 3 дня перед смертью. Но он все равно не потерянное поколение. Это поколение вырастило нас, тех, кто вернулся домой. Біздің халық бек хорланды. Біздің халық бек хорланды. Бөле бір хорланды, бір яқшылық көрмеді. Яшар еді қарып, көрер еді бетанын. Яшаңыз балалар, бетанымыз бек татлы. Бір-бірлеріңіздің сеуіңіз. Что же произошло? Если говорить вообще о народе, то все-таки народ вот за это истекшее время, вот этот вот постепенный, поступающий, размеренный ход времени, там, традиций, обычаев, языка, он был неожиданно прерван. И, естественно, вот за эти последние там, полвека больше народ был переформатирован. Вот. Естественно, мы не такие, как прежде, хотя мы пытаемся, и где-то у нас это удается вернуться именно к своим истокам, потому что без того, чтобы без возвращения к истокам, оно невозможно наше поступательное движение вперед именно как народа.
Біздің үкімет келген соң даже үміт жоқ еді, даже адамдар жеңттен кележек, баба ана да хорандаға кележек деп қуаныш бар еді. Уақыт қапымызға солдат келгенде түфекнен ежес, саат 4-те еже келген соң, уже біз дүйдік, что біздің даже ал кітежегі дүймадық, а өлдірмеге ал кітежек дедік. Қарбабам біздің өлдірежектілер деділер. Идите, предатели, выходите деділерген соң, уже Қарбабам айтты, алма бір шей. Анам біздер башладық ағламаға, и мен де башладым ағлама, шашмаладық. О уақытта 3 қардашым бар еді. Ярдым ет қардашларың киізмеге деді. Олар чарықын байлап неткен жек, бақыт ола, ау солдат түфекнен одевайтесь быстрее, деп түфекнен неті. Во-первых, депортация началась под утро. Это самое страшное время, потому что в это время человек не может собраться с мыслями. Это вот где-то 4-5 часов утра. Если в это время человека испугать, то этот страх остается в нем надолго. Дорога в ссылку, как соревнование с судьбой. Не дать смерти шансов, отстоять каждую жизнь. Испытания километрами прошли не все. Но каждая смерть делала зло чернее, а добро ярче. Yol xatıralары әлбетте бүтін сүргінлік шағатларының ең тесірлі, ең ағыр хатırlауы. Керчектен де бұл yol, олар әпсілері емин еділер өлім yolu, яғни өлімге кетелер. Оңа бақмадан өлежеклеріні біліп, яғни өлдірілежеклеріні біліп, өле еминлікнен, әлбетте ки қадын олар балаларыны қорчалап қалмақ, оларын жаны сақлап қалмақ, қадынларының. Ве балалы қадынлары, yüklü қадынлар, mesela doğuracak қадынлар. Bir hikayeni yazıp alған едік Шефика Апте Гафарова, Бақчасарайдан. Бірінші баласыны о вагон içinde doğura. Мен бұл шыйны мына ана оларақ сон тасауыр етмеге тырышам ве тасауыр етіп оламайым. Насыл бұл шарайтте о вагонның içi толы инсан, ожаларымыз бақа, комшыларым Herkes bakıp oturgan vaxtında bu kadın özünüz bilesiz kadın o dünyasını unuta o vakit çünkü yanı bir dünyaya getiriyor ve bunu da böyle şaraitlerde yapmak en ağır bir iş. Balları onlar yolga bir şey alıp olamadılar. Balları aç, o ballarını aşatmak gerek. Nasıl aşatmak gerek, ne yapmak gerek ve 2-3 gün yoldan son birinci kere endi stansiyada to'xtaganda 15 dakika 20 dakika berildi ve kadınlar hepsileri vagon içinden atılıp anda aş pişirmege tırışalar. Ve anda aş pişirmege tırışkan vaxtında da mesela mına Sudaklı Abdurrahman ağa tankın hatırlaуларын yazıp algan edim. Onun anası aş pişirmege düşüp vagonun tubunda kala ayakları kesilip ve olar anasız endi ketiler sürgünlükке. Bu kadar bir ağır nedi. Son doğuru hakkında ayттым. Ölüm pek çok olgan. Çünkü kartlar o asretlikке dayanalmayıp yaş balalar açılıktan o yolda ölüp ve bir tasavvur etin bu vagonun içinde mevtanen beraber ketmek. Onlarını cıymak ya da kefinlemekin çaresi yok. Onların demek birinci günleri poyez toxtamagan vaxtında vagonun pencerelerinden çıkarıp atkanlar o mevtalar. Nasıl dayanmak mümkün buna? Ve herkes, bana aytkan insanların nelerinde, onlarga berilgeni tuzlu balık şorbası. Balık şorbası Kırım Tatarları aşamaylar aslında. Bu da zehir ki bu tuzlu balık. Niçin yapıla bu? Bu da esalet yapılmak. Yani adamlar susuzluktan yanıp ölmekleri gerek. Ya da o balıktan zehirlenip ölmek gerekler. Ya yaraşmay o. Ve yoldayken de o kadar bir ishalga uğraylar bu insanlar. Biz çıkan son o babam kilit koydu da anam barıp bir şey alayım dese o evde opmek var edi, buğday var edi, mısır buğday var edi, çanlar doluydu aşağıydı. Aldırtmadı bir şey. Vagonga keldik, men alkitler arabalarga meni vagonlarga kesik sasık bütün sasık vagonlarga 2 etajlık avle yarısını neme tahtalardan etkenler prema bir üstüne yüklediler bizni. Korkma vakit olmadı. Adam niçin deseniz men de işten uğraştım. Anama yardım ettim.
Сондан сон дuygular oldu. Но keçti, biz уже вагон içine yedik. Ağla yedik, net yedik. Уже не Өзбекстанға түшкен сон çok biz ağla yedik. Açlıktan, yoksuzluktan, xo'rliktan. Вы знаете, эмоции, они всегда приходят потом, когда мы уже это осознаем. А когда вот случается вот это вот неотвратимое, есть такая защитная функция нашего мозга, что наступает эмоциональный шок. Мы начинаем думать слишком рационально. Мы начинаем думать то, что надо. Надо, ты должна, ты обязана. Вот, поэтому главное для женщин это было выжить. Это накормить детей, обуть их, одеть. О гражданах татарской национальности. Указ 1967 года – пример лицемерия советской власти. Одной рукой она отменяла лживые обвинения, а другой вновь выселяла вернувшихся крымских татар. Жизнь без права прописки. Еще одно испытание на пути к родине. Я думаю, что мне будет сложно оценить ту боль, которую чувствуют пережившие. Как бы мы ни пытались словами рассказать, человек, переживший ее, чувствует иначе. Но у меня есть собственный опыт депортации. Мне было 7 лет. Это тот возраст, когда все уже хорошо помнишь. К нам пришли утром, где-то в 7:30 утра. А отца перед этим вызвали в паспортный стол якобы на прописку. Потом стало понятно, для чего это сделали. Так было легче забирать. Его забрали по дороге, прям когда он шел. А нам уехала к нашим бита и Хардбаба их проведать, потому что они жили в соседнем селе. А с нами была наша бита, которая папина мама, Зира Битамас. И вот они пришли к нам домой. Зира Битам и мы 2 ребенка. Вот моей сестренке было 4 года, и мне 7 лет. Зашли люди, один был в форме, другой был в штатской одежде. Битам болела астмой, они побоялись ее сразу схватить, потому что ей могло бы стать плохо. Но тут же сказали, что забирают нас. Битам из нас вцепилась и сказала, что нет, она никуда не отдаст, пусть придут родители и заберут детей. Они сказали, нет, мы их отвезем к их родителям. И нас просто буквально схватили с сестренкой за руки и вывели. Пожарных была, наверное, 1 машина, и машины скорой помощи были. Из разговоров взрослых я узнала, потом уже услышала, что после самосожжения Мусы Мамута на выселение везли обязательно и пожарные машины, и машины скорой помощи. И вот нас завели в этот маленький автобус, пазики они назывались. Я держала сестренку вот за руку. В другой руке была корзинка там с печеньем. И поднявшись по ступенькам, я увидела вот самый последний ряд в автобусе, который длинный, и там сидели солдаты. Они сидели в форме, и у одного из них я увидела кобуру. И вот я тогда оцепенела. Это был жуткий страх. Мы были с сестренкой вдвоем, вот держась за руки. Я не знала, что будет дальше, 7 лет. И вот нам сказали сесть. Я села, и я боялась даже сдвинуться. Вот я помню, сжимала ее руку, и больше ничего не было. Как мы доехали до Белогорска, я не помню. В Белогорске нас подвезли, черный воронок стоял. Открыли дверь воронка, и нас прямо из автобуса кинули в этот воронок. А там уже были родители. И я тогда выдохнула, потому что родители были рядом. И вот радость была полная. Но вот этот вот страх перед формой, перед военной формой, он меня преследовал очень долго. И нас повезли в Симферополь. Ну, теперь я уже знаю, что это было помещение, это было СИЗО. Когда нас привезли в СИЗО, нас начали обыскивать. Всех. Самому младшему нашему братишке было 1,5 года, Рустему. Вот даже его раздели, там с него сняли комбинезончик, по-моему. Я не знаю, что они там искали. Я точно помню, что наша Махфире Бита, она всегда заплетала косы. Ей расплели вот одну косу. Что они могли там найти или предполагали найти, я даже не представляю. А потом нас повели в камеры, нас разделили. Мужчин, бабам, харбабам и Эйнштейн их отвели в мужскую камеру, а женщин с детьми в отдельную камеру. Я не помню первые сутки, но я помню, что вот, хотелось кушать.
И нас повели кушать. Но я потом уже, когда мы воссоединились, бабам рассказал, что когда он был в мужской камере, он сидел с другими заключенными, и вдруг послышался детский плач. И один из мужчин, заключен, говорит: мужики, мне кажется, ребенок плачет, что ли? И бабам так просто превозмогая себя, говорит: да, говорит, это моя младшая плачет, они кушать хотят, их не кормили. И вот этот вот мужчина, который был заключенным, он оказался человечнее работников этой системы. Он начал выбивать дверь и кричать: вы люди или звери? Там тут же прибежали надзиратели. Он говорит: у вас в сытое время дети от голода плачут. Вы люди? Его увели. Ни его имени, никто он, мы так и не знаем. Но нас повели кормить. Увидев смерть, голод и ненависть к себе, легко стать жертвой, расписаться в собственном бессилии. Но это не про наших женщин. Их глаза еще помнили Крым. Их сердца дарили нам не только любовь, но и надежду. Бүтін қартларың, білесіз, 99% дейкі дұшманларымыздың башына язмасын Алла бұл күнлерді. Hepsinin duası şu: düşmanlarımızın başına bile yazmaz. Ve bu kadar şeyini geçirip nasıl etip onlar insan olup kalabildiler. Nasıl etip bir nefret yok. Men mesela qarğagan bir insan görmedim, bilesiz Lenora Hanım. Mesela bizni mına elbet Uralдағы türküsünde var. Bizni mında sürgün etkenleri gözleri kör olsun degen. Ama Bekov şu en katı qargıçları şudur, kör olsun. Lakin bu kadar bir nefret деген şey yok. Насколько здоров крымско-татарский организм, который сосуществует вот с этой болью? Если говорить о народе, кто в Советском Союзе, какой народ вообще жил без какой-то боли? Раскулачивание, революция, гражданская война. То есть, по сути дела, в каждой семье была какая-то боль. Мы все, наверное, в этом отношении ущербны. Возможно, вот эта ущербность теперь объясняет поведение некоторых людей, которые позволяют себе перестать быть человеком. Расчеловечивание, раз мы уже заговорили об этом. Именно расчеловечивание. Наши хартаналар, деделер, они не перестали быть людьми, несмотря на то, что они пережили. Это такая сублимация материнского инстинкта произошла, мне кажется. Наши матери, бабушки жили, спасали своих детей в таких условиях, когда они были окружены стаями волков, а, если честно, шакалов, да, которые на самом деле раздирали трупы. И я думаю, что бороться с шакалами и в человеческом обличье тоже, это тогда подвергать еще большей опасности своих детей. А что такое крымско-татарская мать и как она относится к своим детям? Это материнский инстинкт, который был доведен просто до самой своей высокой, в буквальном смысле слова, точки. Жертвенность, лишь бы выжил ребенок. Я знаю истории, когда мать отводила за руку, брала своих 3 детей, отводила их сама в детдом, отдавала, потому что знала, что их там как-то накормят. Возвращаясь домой, умирала. Не только от болезни, но и от тоски. Екі қардашымы анама садикке алдылар, а мені детдомға берділер. Детдомға бергенде, жылыма күткенде, дайым детдомнан қачып біздің қыдырған. Анамы қардашы. Анасы ачлықтан өлген, біздеріні қыдырып, детдомнан қыдырып біздің тапты. О детдомнан қачып мені тапқан сон, мені детдомнан алды. О сон машақ жиып, біздерін бақты. О менен 1 яш büyük еді. 2 yıl oldu. Anam айтты: балам, мен ашық аяққа тұрарым, балам, мен аларым, сен чоқық қойма манда, деді. Возможно, поменялся их облик внешний,
Но теплота, она никуда не делась. Милосердие, оно никуда не пропало. Эти глаза остались по-прежнему добрыми. Они наполнены ужасающим страданием. Они не стали озлоблены на эту жизнь. Они смогли воспитать нас и вложить в нас все только самое лучшее. Они не ожесточились. В них порой было даже настолько больше какого-то, я же говорю, понимания, доброты, сочувствия, что, казалось бы, после всего пережитого ты, все человеческое в тебе как-то оно искажается, наверное. А в них это не пропало. И всегда, когда ты приходил в дом к Артана, ее теплые руки, ее вкусная еда. Это было все. Вы знаете, я бы назвала это феноменом, потому что реакция вот на происходящее, она все-таки у крымских татар несколько другая. Вот обратите внимание, пережить такое, вернуться в Крым и вернуться не со злобой, а вот именно с миссией созидания. Вот. И это все-таки наше культурное достояние. Ненаказанное зло повторяется вновь. Основатели национального движения планировали свой Нюрнберг. Доказательствами будущего процесса должны были стать цифры трагедии. Не слезы, не боль, а цифры и масштабы преступления. Я біз ресми рақамларға бақажақ болсақ, СБУ берген рақамлар болсын, НКВД берген рақамлар болсын, Министерство обороны, әпсі фарқлы. Bir-birine kelishmey. Eğer ular doğru olsa, yani hiç olmadım yakın olmak gerekirler. 181 binden başlap 193 bin, 197 bin, 200 bin, 238 bin. Ben en çok neni gördüm. 238 bin Ukrayna nesi beri böyle rakamlı 238 bin insan sürgün etilgen. Yani 112 bin koranta sürgün etildi desek, her bir korantanın özünün evi var edi, doğru mu? Demek 112 bin ve bazı bir korantaların 2-3 tane evleri de var edi, bir tane değil. Yani 150 bin ev Kırım'da kaldı. Kırım'da kaldı bütün barkının, evinin içindeki bütün şeylerinin. Çünkü Kırım Tatarları hiçbir şey alamadılar. Şu rakamların içinde elbette ki Kırım Tatar halkından çekip alıngan, yok etilgen medeni yadikarlıklarımız var, degeliklerimiz. Kırım Tatar mektepleri, başlangıç mektepler 640 mektep o vakit olgan. Şimdi Kırım'da ne kadar mektep var? İki kolumuzun nesi de yetecek. Orta mektepler 221 mektep. Ve her bir köydeki klublar, köy klubları 263 klub ve izbaçıtalyalar, bu pek meraklı bir şey benim için mesela. Yani köylerde kitap okılgan, kitaphaneden başka daha kitap okılgan ayrıca bir evler olan. Ve bunlar 380 kitaphaneler, 800 kitaphane, orkestrler var idi köylerimizde bilesiz. Balaban ansamblerimizden, tiyatrımızdan gayrı da böyle köy orkestrleri olgan 263 kahvehaneler, 1600 tane kahvehane yok etilgen. Ve bütün bu şeyler elbette ki var. Andaki kitapların sayısı da ne kadar alınganı. Daha bir meraklı bir şey, ben bunu hiçbir yerde rast kemegendim, lakin Milli Hareket'in vesikalarında var. Tercüman gazetasının tolu подшивкасы olgan. 100 böyle подшивка, 100 egzemplar подшивка olgan. Tolusunun. Kaysı ki 33-35 yıllık gazetanın подшивкасы. Şimdi bakın kim böyle maktanıp olur, mende hepsi var deyip. Yok edildi bu şeyler. Kıymetli kitaplar. Ve biz bilemiz ki pek çok kitaplar, Kırım Tatar tilinde yazılgan kitaplar, onlar 18 Mayıs'tan sonra yakıldı. Çünkü hatta ki onlar bilesiz partiyni kitaplarını bile yaktılar. Onların bir kabahatı Kırım Tatarca olganındaydı. Maksat Kırım Tatar halkını yok etmek,
Kırım Tatar medeniyetini yok etmek ve elbette ki her şeyini yok etmek edi. Birinciden bakın bu sürgünlükün da bir nesi. Niçin hepsini bir yerge sürgün etmediler bütün halkını? Mesela Özbekistan'a yer yeterliydi de Özbekistan'da. Halkını yok etmek maqsadi bor edi. Chunki bakın 5 regionga surgun etilgan bo'lsa, bu Rusiya, O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston. Xalq darmadag'in olgandan g'ayri elbette ki xalq qo'rantalardan iborat. Qo'rantalar darmadag'in oldu. Bir qo'rantaning a'zolari 3 regionga tushganlari belli. Картанам накануне 18 мая, наверное, может быть, за 2 дня, за 3 дня, ее отправили проведать семью старшего брата. Они на тот момент жили в Черноморском. И так получилось, что в момент, когда случилась эта трагедия, моя бабушка оказалась разделена со своей семьей. То есть она была выселена не вместе с матерью, не вместе с сестренкой. По прибытию в Узбекистан бабушка очень долго искала Картанамна, прабабушку. И только по истечению 6 месяцев, через полгода, она смогла ее найти. Представьте, что вас отменили, вычеркнули, удалили. Рискнули бы вы мечтать про завтра? Наши женщины заархивировали опыт и культуру, вернув ее народу с новыми поколениями крымских татар. Они не боялись рисовать будущее. Вильханум, 18 мая 1944 года – это день, когда у крымских татар попытались забрать будущее. Спросите любого из этого поколения, какое они себе строили будущее. Любое, старика любого. Наши чемоданы стояли нераспакованными в каждом доме. Эти чемоданы ждали, что вот какую-то секунду сейчас подбегут, возьмут меня за ручку, отвезут меня в Крым. В последующие поколения в этот чемодан ожидания добавляли что-то свое. А вот это поколение уже может получить образование. А вот этому поколению уже не так страшно. А вот это поколение уже отсидело в тюрьме за свои убеждения. Мы туда добавляли, вкладывали. Но все равно самое большое место в этом чемодане было будущее наше в Крыму. Мы и сейчас его продолжаем строить. Говоря о данной вот конкретной минуте, трудно сказать и прогнозировать. Даже кирпичики подобрать для этого будущего трудно. Но я думаю, что мы каждый день должны задавать себе этот вопрос. Каким будет наше будущее? У меня есть такая мысль, что ваше поколение, которое возвращалось на родину, оно было более мобилизовано, оно было более организовано. И целеустремленность – это вот та черта, которая отличает ваше поколение. Не лишено ли поколение с тех, кто родился в Крыму, вот этих качеств? Я даже спорить не буду, потому что целеустремленность, мобилизованность, крайняя степень национальной дисциплины была присуща нашему поколению. Это время пассионарности и время пассионариев было. Это было время уникального единства. Мы все тогда чувствовали. Вот рядом плечо родное, сестринское, братское. Оно было мобилизованным. Потом мы что-то, и даже, наверное, не что-то, а многое потеряли. Мы расслабились. У нас стало все хорошо. Мы перестали бояться, что к нам не приедет скорая помощь, если наши дети заболеют. У нас появились в домах газ, вода, свет. У нас появились такие бедные люди, у которых кроме денег больше ничего нет. Но их так мало, что это даже не пена. Это пленка такая. И нынешнее время показало, что я права. Тот феномен благотворительности, который мы сейчас наблюдаем внутри крымско-татарского общества, он говорит о том, что мы по-прежнему готовы прибежать друг другу на помощь. Надо только попросить об этой помощи. Не значит ли это, что крымским татарам всегда нужна трагедия и боль, чтобы быть ближе друг к другу? Нет.
Не нужна крымским татарам трагедия и боль. Знаете, когда человек очень много работает, и работа эта идет из часа в час, изо дня в день, из года в год, и так полвека, он вправе отдохнуть. Ни один марафонец не выдержит бесконечного бега. Тот марафон, который мы бежали в конце 80-х, начале 90-х, был очень серьезным испытанием. И то, что наступил вот этот период расслабления, он в каких-то областях был период расслабления, но в других, посмотрите, какой взлет развития нашей культуры наступил в 2000-х. Стало модно быть крымским татарином. Стало модно говорить на крымско-татарском языке. Тогда, в 80-х, 90-х, нам было некогда заниматься возрождением культуры. У нас хирурги и скрипачи строили свои дома. А вот в 2000-х они уже смогли взять в руки скальпель, кто смог устроиться к тому времени на работу, и взять в руки скрипку. Крымским татарам удалось изменить ход истории. Этнические нити были сильнее авторитарных институтов, а национальное движение было главным источником энергии. Преград становилось все меньше и меньше. Шу 13 yıl, mesela 44 yıldan 57 yılga, yani komendanт rejimi bitkence her şey yasak edi. Ana tilinde bile laf etmek yasak edi. Men belesem da bu surgun etilgen vaqtında birçok qorantalarda kartlar, qaysilar ki taşıyıcıları, bu bizim milli variyetimizin, urf-adetlerimizin, medeniyetimizin ve yazıcılarımız var idi, alimlerimiz var idi, doğru mu? Onlar surgundan evvel dünyaca meşhur bir insanlarımız var idi. Onlar elbette ki bunu saklap kalmağa, halkını yok olmamağa vermediler. Ve ondan son, unutmağın son elbette ki o hatıra her vakit uyanıp insana yaşamak gücünü bere. Yani yaratmak gücünü, yaralmak gücünü verecek. Вся жизнь в Краснодарском крае – это жизнь, подготовка к жизни в Крыму. И когда началась перестройка, крымские татары более активно начали проводить митинги. И помните это позорное сообщение ТАСС 1987 года о том, что крымские татары предатели, когда крымские татары все поехали, ну не все, но очень многие поехали в Москву. Наша Анам, конечно, была в числе тех, кто поехал туда. И был такой момент, подошли журналисты, по-моему, BBC, и спросили, может ли кто-нибудь на английском языке сказать несколько слов, почему вы тут стоите. Ну, а нам, конечно, вышла вперед, сказала, говорит, я могу сказать на английском языке. Она дала это интервью. Когда она вернулась домой, ее уже ждали в школе с претензией. Она вообще очень активно участвовала во всех этих инициативных группах. И я сейчас понимаю, насколько это было сложно. То есть семья, 2 детей, уже достаточно в возрасте и болеющая свекровь. И при этом так активно участвовать во всем, на это нужно было время, силы, здоровье. Но никто с этим не считался, потому что цель была настолько значима, что все остальное казалось мелочью. Они приехали в Москву, собрались, их там выловили быстренько, они хотели опять пойти в Кремль с какой-то петицией к правительству. Их всех выловили по одной, посадили в поезд, вагон тронулся, и Анамыс на следующей станции, она была не одна, с ней были еще дамы, в тамбуре стояли охранники, которые, чтобы не вышли люди и не соскочили. И она вышла в окно вагона, чтобы вернуться обратно туда, в Москву, чтобы они должны были завершить свою миссию. Правда, ее забрали на перроне, оказывается, за ними следили, за всеми. И ее все равно отправили тогда в Крым, отправили в Крым к семье, потому что она в этот момент находилась здесь. Сейчас я могла бы сказать, это авантюризм, но в тот момент это не было авантюризмом. То есть была задача приехать в Москву, попасть на встречу, рассказать о своей проблеме. Задача не была выполнена, и даже выйти в окно вагона оказалось возможным для моей Анам. Я сейчас себе очень плохо представляю Анам, которая там учительница, вся такая вот из себя в платьях, я ее в брюках-то не помню. И вот чтобы она как-то вылезла в окно вагона.
Крымско-татарская женщина – это тысяча прилагательных, но главное в ней – это крымско-татарский мир, где живут любовь, мудрость, сила и неиссякаемая способность дарить теплоту и добро. Садия Ожапче Абдураманова, Садия Ожапче бар еді де. Сургун етілген күні о қадын көйде Ожапчелік япа, ве сургун етілгенде янына патефон ала. Патефон ве бірдәне пластинка, қырым-татар пластинкасы. Ве патефоннен сургун етілі. Мына сізге яш қырым-татар Ожапчесі. Ве сургунлық ерлерінде Уралда гизли olarak енді әрші қапалы, пенжерелер қапалы барақ ішінде де о патефонны чалып, пластинканы қояйды де, ве бізлерінен біз бір түркі бір бар еді де. Бұл оны огренейдік, ве о бізге қырым-татар тілі дерслеріні берейді, Садия Ожапче. Бір суал, қырым-татар қадынының чизгісі. Бұл бір қадында бүтін қырым-татар қадынларының тимсалі демеге мүмкін. Екінші мисал Айша әпте Сетмұратова. Бүтін дүнияға біздің сесімізді дұйыра білді. О да анасындан келгендір. Найме әптені о әр вақыт айта, олар Самарқандқа түшелер пек бір неге, ве рудниклерге, очақларға, маден очақларына, ве Найме әпте базарға демек албара бір-екі біршілер насыл қадынлар не яптылар. Оны 6-7 баласы не ақайы жеңкте өлген деңіштірелер. Нелерінің басмаларыны деңіштірелер, не білмем, бүгімлерін, алтынларын деңіштірелер, бір пияла қатыққа, бір ауыч ұнға, бір неге. Ве Найме әпте кете базарға, әлбетте ке сон бір адам, анда оңа дейке сатыжы. Мен де сен үстіңдекі антерін бегендім де. Егер антерін берсең, мен саңа берірім. Қадын шу ерде антерін шығарып береді. Ве бақын, мен шынды нетме, ярым қопқа ұнға ғалыба. Ве алып келе. Айша әпте сүргін милли-әрекетке қошылып башлаған вақытында олардың evine тінтуінен келелер. Ве олар дейлер ки, женщина, скажите своей дочери, пусть перестанет этим заниматься. Яғни вазгечсін бұл іштен. Найме әпте дей ки, о вазгечсе, мен оғрашырым бұл ішінен. Бұл қадын. Ве бөлі қадынлар әлбетте ки, әрбір милли әрекетіміздің мұнашында адларыны білген инсанларымыздың епсінің аналары, қадынлары, қайсылар ки оларға күч ғайрет берілер. Мына қырым-татар қадынларының чизгісі, балаларыны тербиелемек, сақ қалдырмақ ве оларыны бұл ішке қошмақ. У меня есть моя такая личная история, связанная с моей Зирабита. Я училась в Симферополе, приезжала на выходных к родителям. Битамыз умерла в пятницу, я приехала в субботу. Меня здесь не было в этот момент. Мы ее похоронили. А потом на второй день или на третий день я залезла в холодильник и увидела там кусок кобете. Я говорю, а бокуман кобетесі? И мне говорят, бу битан саға қалдырған еді. Бу сені кобетен. То есть она оставляла, если что-то вкусное готовили, в течение недели она оставляла для меня лиля келерде ашар. Бу битан саға қалдырды, а бита мы только что похоронили. У меня перед глазами первые годы нашего возвращения. Мы говорим и очень часто в последнее время повторяем, что мы выжили благодаря женщине во время депортации. Мы не просто выжили, мы как народ выжили. Мы сохранили свою идентичность, крымско-татарскость, благодаря нашим женщинам, матерям, бабушкам, тетям, сестрам старшим. Но я думаю, что и в первые годы возвращения мы сохранились благодаря нашим женщинам. Потому что наш гипертрофированный материнский инстинкт, он сделал нас более психоустойчивыми, более стрессоустойчивыми. Мы шли вперед, делая что-то, добывая хоть кусочек хлеба с горсткой соли, тогда, когда у некоторых мужчин опускались руки. И когда они не выдерживали этого кризиса экономического, потери дома, жизни в палатках, в землянках, а наши матери и женщины моего поколения выдерживали. Я думаю, если бы мы продолжали жить в Крыму, семейный уклад был бы, наверное, у наших крымских татар несколько иным.
таким, каким он был там до войны, раньше. А вот до депортации, даже не война изменила нас, депортация. Потому что после депортации, когда женщины вынуждены были приобрести мужские качества, не потому что им хотелось, их жизнь поставила в эти условия, вернувшись, они уже не могли стать другими. То есть, понимаете, вот если ты привык нести ответственность за что-то, то ты не можешь в какой-то момент отключиться и сказать: о, все, теперь это уже не моя сфера ответственности. И уже дальше, я думаю, что у крымских татар изменился где-то семейный уклад. И женщины гораздо чаще и в большем объеме принимают решения. Да, никто с нас не снял ответственность за сохранение очага, за домашний уют, за воспитание детей. Но мы дополнительно стали немножечко другими в части принятия решений и ответственности за их реализацию, за конечный результат. Oğlum 2 yıldan beri mında. Men kelgenim 3 ay oldu. Men buları поддержка ettim. 30 yıldan beri Siyaz'da işleyim. Начальник почты отделения. Keldim bu alga kaldık mına. Ne ot, ne su, ne свет, ne günahımız var. Тынчылык olsun bizlerge tikaram yaşayış, yaxşılık versin. Время и мир меняли нас, то забирая, то возвращая нам возможности, но в главном мы остаемся прежними. Нас пульсирует крымско-татарскость, мы крепко связаны Крымом, вот только себя во времени мы прочитываем по-разному. У меня четкое есть ощущение, что я родилась дома, у себя, на родной земле. Хартбабам всегда мне говорил: сен Хырым кызысың, сен Хырымда doğan менің бірінші торнымсың. И для Харбаба всегда это было так трепетно. В детстве я не понимала этого. Он всегда говорил: ах, менің Хырым кызым, Хырымда doğan торным. Но для него, видимо, было это настолько важно и настолько трепетно. Вот этот новый вдох, который мы в полной груди взяли вот в Крыму, да, вдохнули уже после того, как обустроились. Мне кажется, что он случился вот с тем самым поколением, которое родилось здесь, которым посчастливилось здесь родиться. Вы знаете, проблемы отцов и детей никто не отменял, да? И всегда отцы будут недовольны чем-то в своих детях, всегда дети будут ворчать на ворчливых отцов. Конечно, это совсем другое поколение, у этого поколения совершенно другие возможности. Это поколение воспитано уже совсем в другой среде общественной. Но отличает нас от старшего поколения то, что, опять же, если уйти в сферу образования, мне кажется, мы на сегодняшний день очень мобильны, потому что мы часть глобального мира, перед нами открыты тысячи возможностей. И если даже сравнивать воспоминания, какие-то разговоры, связанные с профессией родителей наших, то у них в советское время было принято освоить одну профессию и дальше следовать по этому пути. Мы, в свою очередь, сегодня можем освоить хоть 1000 профессий. Мы больше находимся в поиске себя, своего призвания, чтобы мы чувствовали, что наш потенциал реализован. Вот в этом мы отличаемся, потому что поколение наших родителей, наверное, не задумывалось над этим, и не было, может быть, возможности. А про поколение бабушек и дедушек вообще речи нет. На тот момент была только одна цель – освоить какую-то максимально практичную профессию для того, чтобы ты мог заработать себе на хлеб, прокормить себя и прокормить своих детей. Сумкаларны көредім, оқымаға бек істедім. Только гинеколог. Ну, көресім, яшает бөлі олды. Мejбур, орысша айтқан кебі, нахально заставил выйти замуж. Мejбур yaptı, ақайға шықмаға. Все, короткое слово. İstemedim ақайға шықмаға. 24 yaşında olsam İstemedim. İstedim okumağa. Ben 5'le bitirdim 10. klaсын.
Бірінші классқа оқығана табілім бақсам бүтін 2 еді. 10 классқа барғанда бүтін 5 еді. Істемедім ақайға шықмаға. Оқойжам дедім. Жоқ деді. Маған ағыр деді. 5 бала бар деді. Оларын бақмақ керек деді. На долю моего поколения пришелся еще такой исторический стресс, как возвращение. Со всеми, в кавычках, проблемами, да, которые были на самом деле иногда просто катастрофичными. И я как журналист знаю, мне приходилось быть в семьях тех, кто покончил жизнь самоубийством, не зная, как жить дальше. Как мне приходилось брать интервью у матери, у которой угорели 2 маленьких детей, а скорая отказалась к ним приезжать. Это было в районе промзоны. И мне приходилось вместе со всеми остальными соотечественниками хоронить тех 3 малышей, которые сгорели в палатке. Понятно, что то поколение, которое родилось в Крыму, мы не позволили уже. Это наши дети, а теперь еще и наши внуки. Не позволили. И все делали для того, чтобы они жили лучше нас. Чтобы у них было больше возможностей. Я хочу, чтобы в моих внучках сохранились наши традиции. Для меня это очень важно. Чтобы какие-то вот ритуалы, они иногда кажутся такими вроде бы маленькими, ну, незначительными, но на самом деле они очень много дают. Когда внучки заходят и говорят «Саба шерфлер хайер», я сразу вспоминаю себя. Я точно помню, как мы утром вставали и шли, битам захар бабам говорили «Саба шерфлер хайер». Я хочу, чтобы они были всегда в кругу людей, с которыми им легко и комфортно. Иногда становится страшно, учитывая сегодняшние реалии, что им придется опять куда-то бежать. Я хочу, чтобы они никогда не испытывали этого чувства. Чувства покинутого дома, брошенного дома или потерянного дома. Я как-то замечала вот эту боль по Крыму, которая была у моих родителей. Иногда я их не понимала, я считала, что это чувство в них гипертрофировано. Потом со временем вот она у меня более стала проступать осознанной, и я переживала, что мои дети, понимаете, уже этот импульс крымско-татарскости, они будут его терять. И действительно, вот эти вот подростковые годы, там другая жизнь, но когда уже подходят более к зрелым годам, то есть минует 20 лет и так далее, вы знаете, оно все-таки вот то, что оно в крови осталось, память крови, оно все-таки есть. И поэтому вот это их возвращение вот в лоно крымско-татарскости, вот, мне это очень отрадно видеть. И я вижу, что Крым для них тоже не просто место жительства, не просто потому, что здесь тепло и яблоки, и потому, что здесь море. Потому что Крым — это для нас все. Мечты – это часть плана, которую сложно описать словами. Мечты почти всегда про завтра, которое непременно должно наступить. Я мечтаю, наверное, больше слышать родной язык, видеть родную архитектуру, что вот эти все пробелы с историей, которые с нами случились, утраченные вещи, мне хотелось бы, чтобы мы смогли, насколько это возможно, восстановить и построить, наверное, еще лучше, сделать еще лучше, чтобы мы жили спокойно. Ну, мына бұл қартыларымыз айтқаны кебі, бір вақыт сүргінлікні көрмесінлер. Ве ең арзу еткенім, әлбетте ки Қырымны ташлап кетмесінлер. Чүнки бұл Қырым үшін пек жоқ, қан токылды пек жоқ инсанлар шейіт кетті. Әлбетте ки олар мұнда бақытлы олып, ве оларға Алла берген ақыл ферасетіні ишлетмек, кулланмак имканларыны олған істер едім. Я мечтаю о том,
когда мои внучки будут здесь. Мы соберемся здесь, все вместе. И те, кто сейчас уехали, так получилось, что они уехали, мы соберемся здесь. И мы будем идти по городу, а из окон будет слышна крымско-татарская музыка. Я прямо представляю это. Вот когда я иду, где-то хайтарма, где-то айнине, неважно, но это будет крымско-татарская музыка. Я почему-то так себе представляю, что вот будут большие казаны и хурбан чалнаджах. Будет общее веселье. Я очень хочу, чтобы вот наш флаг, он был весь. И мне очень хочется его видеть везде. Мне кажется, что для меня его не будет много. О чем мечтает Лилия Ханумбуджурова? Мечты, как оказалось, субстанция непостоянная. Первую половину своей жизни была одна мечта вернуться домой. А потом мечты очень быстро менялись. Сейчас у меня одна мечта. Сейчас. Чтобы мой народ жил в мире. Чтобы ему больше ничего не угрожало. Прежде всего физическое уничтожение. Обо всем остальном мы сами позаботимся. Чтобы вернулись те, кто уехал. Вернулись домой. Мы всегда ждем. У нас накрыт стол и заварен кофе. Мы их встретим, обнимем и скажем: больше не уезжайте. В том году все лето было жарким. Но не это в памяти моей. Умирала старая татарка вдалеке от родины своей. Задыхаясь об одном, просила или в бреду своем, или в полусне: дети, я прошу, кусочек Крыма покажите перед смертью мне. С черноморской водой бутылку подносили матери к глазам. Головой качала, только жилка билась на виске, в глазах слеза. Дочь ей ломтик груши приносила: мама, видишь, крымская бера. Нет же, дочка, не кусочек Крыма. Я же говорила вам вчера. Позовите сына поскорее, он меня, наверное, поймет. Сын, тебя под сердцем грело. Посади меня на самолет. Я еще сумею встать с постели и дойти ногами до такси, чтобы увидеть Крым. Да неужели Бог не даст для этого мне сил? Вышел сын, глаза от близких пряча, силясь поуверенней шагать. А потом сидел за домом, плача, силы собирая, чтоб солгать. Возвращался. Мама, нет билета. Смотрит мать с отчаянием немым. Знаешь ведь, родная, что на лето невозможно взять билета в Крым. Я не верю. Попроси соседа, друга, тот с влиятельной родней. Я там Бога попрошу, чтоб беды обошли их семьи стороной. Уходил и возвращался снова, с каждым разом повторяя: нет. Мать уж больше не корила словом, только взглядом жгла: где мой билет? А потом: молчи, сынок, я знаю, что добра ты матери желал. Только брат твой, что погиб в том мае, он бы мне билет домой достал. Торопитесь, я уже не в силах смерть упрашивать о лишнем дне. Дети, я прошу, кусочек Крыма покажите перед смертью мне. Сколько можно болью резать душу? Хватит, мать, молчи, не говори. Умерла с открытым взглядом ждущим и рукой протянутой к двери. Знаю я, у всех трудна дорога. Хватит многим матерям и бед, и лет. Но прошу вас, люди, ради Бога, дайте нашим старикам билет.